Всем привет, дорогие подписчики. Снимаю для канала оскал щуки для Олега. Он меня спрашивал про заточку якутских ножей. Но я ему в комментарии написал, что посмотри в ютубе. Там много мастеров якутских, которые затачивают ножи. Ну я расскажу просто, как я делаю. Вот мой повседневный якутский нож, которым я пользуюсь в быту. Обычный нож, стандартный. Сейчас так, давайте я линейку возьму. Сейчас вам вот так даже покажу. Так, длина клинка 15, 17,5 сантиметров. Довольно-таки длинный нож. Это мне сделал братишка по моему заказу. Я им пользуюсь во всех условиях. Что я им делаю? Во-первых, по заточке давайте сразу. Здесь идет прямая заточка. Как профессионал у нас учат, надо делать на бруске. Ну, например, давайте что возьмем. Давайте вот я вам покажу. Вот брус, да? Как это учится. Брус. И вот так постепенными движениями затачиваем нож с одной стороны. Это у нас для выхода крови идет выемка. А это, по идее, якутский нож, вот не знаю, в моем понимании и вообще, он должен быть из мягкого металла, чтобы он на охоте и где-то в лесу, в быту точился быстро. Я просто его бруском выравниваю. Клан. Клан — это вот острая часть ножа. Просто выравниваю вот так. Вот так и вот так, и все. С двух сторон. Может быть, это неправильно, но я делаю так. Может, профессионал меня, конечно, скажет, что я неправильно делаю. Но я по-простому делаю так. И тут немножко. И все. Бумагу я резать не буду. Якутский нож не предназначен для бумаги. Это во-первых. Это вот в студенчестве я делал. Это мой отец был кадровым охотником. Вырезал вот из березы. Это его верный друг, собака, Мушкет. В память о нем я сделал такое. В 93-м году вырезал фигуру с ружьем, с собакой в любимой кепочке, с рюкзачком. Вот он всегда со мной. Вот по ножу. Все. Я его подточил немножко. Да, клан набил. Видите, здесь прямой угол идет. Здесь чуть-чуть под. Нож простой, с одной стороны, да? Но в этом и вся сила его. В простоте. Он может делать все. Например, давайте я просто буду показывать, что я делаю по хозяйству с этим ножом. Если хочешь яблоко нарезать, давайте будем резать яблоко.
Он, во-первых, длинный и очень удобный. Вот я нарезал яблоко, вот посмотрите. Можно солнце смотреть. Захотели колбаски нарезать. Режем колбаски. Это, конечно, на любителя. Но якутский нож, он такой и должен быть. Он должен уметь все. Можете нарезать, как в ресторане. Так, видите, какой у нас звонок? Сейчас я отключу. Можете нарезать, как в ресторане. Тонко-тонко. Вот давайте я вот так. Тонко-тонко порежу, да? Вот тонко-тонко. Тоже можно солнце смотреть. Но я думаю, это не надо, да? Для любителей. Ну что там резать? Ну давайте хлеб. Ну хлеб, это понятно, что он разрежет, да? Этим ножом я вообще пользуюсь везде. Вот он режет. Просто и нежно. Можете как в ресторане нарезать. Тонко. Чтоб солнце видно было. Так, ну что я могу сказать по этому ножу еще? Не надо его затачивать слишком остро-остро, и чтобы он был из твердого металла. Это вообще неправильно, когда говорят, что якутский нож очень такой сильный, как типа на даманской стали. Даманская сталь это вообще не наша сталь, по идее. Это более ближе к русской национальности, да? Ее просто точить очень трудно. Например, в наших северных регионах на охоте ты даманская сталь, я знаю, что она закладывается очень сильно, много-много слоев. Очень твердая сталь, очень хорошая сталь, конечно. Это спора нет. Но ее затачивать на охоте, в тайге где-то, это очень сложно. И взять вот так просто брусок и с двух сторон вот так сделать, это как я делаю, например. Я не знаю, там как другие мастера делают. Это гораздо проще. Якутский нож, он должен быть мягкого металла, чтобы по синевке он был лучше. Ну вот такие дела он, конечно, пробивает, ломает хоть как. Это для него ничто. Ну, консервные банки, это понятно, он открывает легко и спокойно. Ну, это я взял такую, просто показать вам, да, как он с ней справляется. Открыть баночку, это никаких проблем. Никаких проблем. Еще раз говорю, что якутский нож не должен быть. Вот сейчас им поделал. Ну, давайте вот еще одну крышку сделаем. Ну, это металл, конечно, маленький, тоненький, да. Это немножко крышка не от этой банки. Чуть-чуть болтается. Но то, что ее можно спокойно, давайте вот так даже порезать вот так ножом этим можно. Ну, видите, не зрачный, не блестящий, конечно. Ну, в этом и суть, и то, что он может и дерево резать. Вот, смотрите. Вот после этих всех манипуляций я им действую этим ножом как топором. Где-то дерево срубить, бьешь со всей силы, потому что
он длинный. И он как топорик. Ну, по идее, у нас есть батыя, называется. Большой такой. Вот, типа такой формы, конечно. Ну, вы видели, наверное. Ну, в ютубе наберете, посмотрите. И все, никаких проблем резать. Вот такой простой нож. Это для повседневной. Огурцы резать, помидоры, лук. Ну, вы видели, наверное, видео. Это нож много раз. И мясо я им резал. И вот такой клинок у меня есть. Еще от деда остался. Наконец я ему сделал ножны. Ну, ножны простые, конечно. Обычные. А завязку я делаю вот так, смотрите. Это, как я говорю, якутская завязка. Она завязывается вот так. Вы знаете же, как якутский узел завязывается? Ну, конечно, это не на этой веревке надо использовать, показывать. Вот он, например, завязан, да? Его же отсюда не вытащишь с ножны. Не применишь, да? Его просто дергаешь, и все, он развязывается. Но это я потом могу показать на другой. У меня сейчас веревки этой нету простой, чтобы видно было, понятно. Простые ножны из кожи сделаны, из замши. Маслом их промаслил, ну и такие твердые стали. Деревяшку я здесь не ставлю внутри. И в этих ножнах я тоже не ставлю. Дерево, просто кожа. Потому что я один раз так натолкнулся на такую штуку, что упал, и деревянные ножны, они мне там чуть печень не пробили. Ножны тяжелые, поэтому я стал делать такие мягкие. Когда ты ходишь без ножа, например, да, нож вытащил где-то, да, и нечаянно поскользнулся, он раз, сложился, вот так. И все. Это мне нравится. И сидишь в машине, если что, где-то там ножик вытащил где-то, да. Но с ножом, понятно, он не служится. А бывают случаи, вот без ножа, когда ходишь, ножик положил. Удобно, не знаю, как профессионалы скажут, конечно. Но я так делаю. И вот дедовский нож, клинок выкованный. Вот он такой, давайте я вам покажу. Тоже традиционный, без никаких излишеств. А рукоятку это я сделал, вот брат, который делал нож мне, вот этот, тоже он мне дал рог косули. Это рог косули. Я к нему здесь добавил с одной стороны березу. Вот здесь кусочек такой березки. И вот здесь березки добавил. И все. И даже не стал отрезать. Вот давайте я вам покажу здесь лишняя часть рога. Ну, чтобы природная была, но она не мешает даже очень удобно. Очень удобно держать. Это я применяю для резки дерева. Видите, да, как режет. И мне главное, что, не знаю, как профессионалы думают, да, но самая главная режущая часть у ножа, вы же не будете вот этой частью резать нож, в смысле дерево резать, да, это в редких случаях, да. Самая режущая часть, это вот здесь, вот эта часть. Вот это даже часть, вот смотрите, у этого ножа, видите, какая она? Я вам сейчас покажу. Так, давайте. Белую бумажку я положу. Вот так я вам покажу. Он не острый, видите, он такой более
затупленный. Чтоб не ломался. Можно ими банку открыть. Ничего с ним не будет. И главное, режущая часть, вот она. Вот эта часть. И не надо обязательно вот это, чтобы вот так было прямо там, чтобы она бумагу резала. Не знаю, зачем бумагу резать. Мы же в лесу бумагу резать не будем. Вот так берем просто и стругаем. И все. Вот для чего нужен якутский нож. Просто в обращении. Не будешь же вот стругать вот так, вот этим кончиком. Но этим кончиком тоже можно отрезать, да? Это просто если где-то дырочку просверлить. Да. Ну вот этим ножом, да, давайте я покажу. И банку можно открыть. Конечно, я этим ножом не пользуюсь, чтобы банку открыть. Да, тонкий металл, конечно, но все равно. И ничего этого ножу не будет. А резать вот эти березки, палочки для рыбалочки, сами знаете. И вот я что видео сделал для оскала щуки. Он меня сегодня спрашивал, как затачивать якутские ножи. Очень много рецептов. Поэтому. Ну как рецепты, это как по кухонному, по женскому сказал, да. Очень много видов заточки ножа. Но я не понимаю смысла резки якутского ножа, чтобы он резал бумагу. И чтобы он был твердого металла. Он должен быть не твердого металла. Понимаете? Видите? Вот этот нож, он для дерева. Он более меньшего размера. Видите? Я хочу еще себе чуть поменьше нож. Чтобы для более мелких работ, для дерева. Сидишь, вот, например, и режешь. Захотел что-нибудь сделать, да? Вот этим тоже можно резать. Он тоже будет резать. Потому что это мой повседневный нож, которым я режу все. И деревья, так сказать, пилю. И колбасу, и лук. И банки открываю. Вот такой небольшой обзор по нашим якутским ножам. Может, кто не согласен, пишите в комментариях. Очень буду рад. И привет каналу Оскал Щуки за хороший вопрос. Всем привет, удачи. Имейте вот такие ножи. Только не твердого сплава. Желаю не твердого сплава. Чтоб на охоте, на рыбалке у вас не было никаких проблем по заточке. С твердым металлом у вас будет очень много проблем. Вы не сможете просто их заточить. А просто взять бруском и сделать вот так пару движений. И потом нарезать яблочко или той же колбаски. Это вам не составит никакого труда. Это будет вам для удовольствия. Так что я не рекламирую якутские ножи. Или по-якутски сказать сахабахтары. Реклама, хаява пуна реклама. Но настоящие мужики не поймут по этим ножам, какие есть недостатки. Он простой.
по виду. Ну, и вся суть в этой простоте. Все. Это мой отец. Он всегда со мной рядом. У него баянай рядом, собачка. Вот заяц, кстати, лежит. Так что пишите комментарии. Спасибо за просмотр.